Добрый день, меня зовут Исагулова Дана, и я учусь в Назарбаевой интеллектуальной школе физико-математического направления города Шымкент. Тема моего научного проекта – концепт собака в английских и казахских фразеологических единицах. Цель исследования – провести сравнительный анализ английских и казахских фразеологических единиц, содержащих концепты собака, и выяснить роль данного концепта в английском и казахском языках. Гипотеза нашего исследования – каждая фразеологическая единица, содержащая понятие собака, отражает историю, ценности и традиции нации. Безусловно, фразеологические единицы – достояние народа, который испокон веков делает наш язык богаче и прекраснее. Мы все хотим говорить искусственно, ярко и эмоционально. В этом пути фразеологические единицы нам очень помогают. Они не только выражают эмоции, но и отражают культурный аспект языка. Посредством изучения фразеологии мы можем познакомиться с ценностями и мудростью нации. Именно из-за этой причины мы решили исследовать фразеологические единицы. В целом, согласно Мэнди Бюс, животные, помимо человеческого тела, животные являются наиболее частым и шокирующим и мотивирующим источником идиом. Причиной этого может быть то, что животные очень тесно связаны с людьми, в связи с тем, что собаки являются неотъемлемой частью как казахского, так и британского образа жизни. Мы выбрали концепты собака в нашем исследовании. В целом был использован комплексный метод исследования, сочетающий описательный метод, аналитический метод, сравнительный метод и статистический метод. Объектом исследования были казахские и английские фразеологические единицы, поиск которых был осуществлен в словарях и онлайн-источниках. В практической части мы сначала находили казахские и английские фразеологизмы с похожими или же одинаковыми значениями. Например, «Ит деген жасар», «You can't teach an old dog new tricks». Оба фразеологизма означают то, что не можешь изменить чего-либо. Или же «Fight like cat and dog» и «Итпен мысықтай болу». Эти фразеологизмы означают ругаться и ссориться. В следующей части мы разделили все фразеологические единицы на три группы. Фразеологические единицы с позитивными значениями, с негативными значениями и с нейтральными значениями. Например, казахский фразеологизм «ичикинге айдау» означает депортацию и, следовательно, имеет негативное значение. Или же очень популярный английский фразеологизм «raining cats and dogs» означает дождливую погоду и показывает главную особенность Англии и при этом имеет нейтральное значение. И все эти данные были использованы при построении диаграмм. В целом мы использовали 49 казахских и 42 английских фразеологических единиц. 8 из казахских и 7 из английских фразеологических единиц имеют позитивное значение, 34 казахских и 26 английских фразеологических единиц имеют негативное значение, и 7 из казахских и 9 из английских фразеологических единиц имеют нейтральное значение. Следовательно, 14% из казахских имеют нейтральное значение, и при этом английские имеют 21,4% нейтральных значений. Что касается позитивного значения, то результаты почти одинаковые, чуть более 60% в обоих языках, или же негативное значение в казахском языке больше, чем в английском. И в заключении наша гипотеза оправдалась. Найдены сходства и различия в значениях между фразеологическими единицами, содержащими концепт собака в английском и казахском языках. Мы предположили, что все различия связаны с образом жизни этих народов.